Имя этого персонажа стало нарицательным. Актеры из Казани представили на уфимской сцене историю о Дон Жуане. Эта постановка Татарского государственного академического театра драмы имени Галиаскара Камала вошла в конкурсную программу фестиваля «Туганлык». На репетициях и на премьере побывал Александр Калинченко. Время 10 утра, а на сцене, что удивительно, уже установлены декорации. Еще вчера здесь шел совершенно другой спектакль. И куда все делось? Люди, между прочим, ночью работали. Начали сразу после вечернего спектакля и закончили, часа в 4. Осталось подготовить свет и звук. Над этим работают техники 2 театров. Узнаем гастролеров по оранжевым футболкам. Одни занимаются прожекторами, другие – микрофонами. Это вот он секрет актерской подачи голоса, да? Нет, это для эффекта. Когда вот на этих подъемниках будут играть, чтобы был эффект пещеры. Декорации выглядят безликими. Очевидно, их будут оживлять при помощи спрятанных проекторов, и освещения. На сцене Башдрама оказывается более 150 источников света, и это считается немного. Второй башни вверх, ребят, что у вас там? 74-й? Он? Каждая цифра, вбиваемая на пульте, это конкретный прожектор. Задача казанского осветителя – разобраться во всем, смоделировать и записать в памяти устройства так называемые световые картины, чтобы нажатием всего нескольких клавиш потом менять их во время спектакля. Вот получается у нас реплика, и наша каждая картинка, мы переходим. И это все выражается просто в простых цифрах? Ну да, это каждая цифра, это каждый определенный канал. Пресет? Да, пресет, вот правильно. Установка света заняла часов 5, еле успели к техническому прогону. От обычной репетиции он отличается тем, что актеры играют в полсилы, берегут эмоции. Главная задача – привыкнуть к новой сцене, испытать ее механику. А она отличается от той, под которую спектакль ставился дома, в Казани. По задумке режиссера, командор в исполнении Минвали Габдуллина должен появляться из-под земли, а потом снова в нее возвращаться, забирая главного героя. Поместится ли? Просто у нас, у тебя в театре, просто яма совершенно другая. Там умещается 2 стула, стол и 2 человека умещается. Мольеровский Дон Жуан в постановке Фарида Печентаева стал в творческой копилке режиссера знаковым спектаклем. Не один десяток лет он шел к тому, чтобы эту бессмертную испанскую историю, рассказанную французским драматургом, поставить на татарском языке. Студенты, с которыми он начинал делать первые зарисовки, теперь уже народные артисты. Они сейчас уже повзрослели, постарели. И, конечно, исходя из этого, история немножечко как-то по-другому уже выглядит. И акценты сместились. Это не история о похождениях героя-любовника. Мольеровский Дон Жуан в исполнении народного артиста Радика Бариева – это такой уставший, но все еще свободный мыслитель. За кажущимся комизмом ситуации проступает трагизм творца. События в спектакле происходят словно во все времена сразу, ведь в каждом поколении были свои Дон Жуаны. Дон Жуан будет всегда существовать, и он будет некой лакмусовой бумажкой того, что происходит в нашем мире сейчас. И его монолог о двуличии очень ложится на то, что происходит сейчас, то, что как мы живем. Выступление Татарского театра закрыло конкурсную программу международного фестиваля «Туганлык», но не гастроли труппы. В Уфу артисты привезли аж 10 спектаклей. Александр Калинченко, Рустам Альзигареев, Олег Беляев, Вадим Исламов, Россия, культура, Башкортостан.